امروز 23 آگوست در دادگاه ولایت مسکو پرونده الکساندر سیومین که در قتل وحشیانه کودک 5 ساله تاجیک هویدا تیلازاده ایبدار می شود بررسی شد. داگر خساوف وکیل دفاعی عبدالسلام سیدوف پدر هویدا به پیام گفت که همراه با سیدوف در مرافعه شرکت کردند. او اظهار داشت این مرافعه بنابر وجودی صحنه‌های بسیار دهشتناک یکی از سنگین ترین مرافعه ها برایش بوده است. شرح بیشتر را از رفت مرافعه از وکیل دفاع داگر خساوف میشنویم. Сегодня прошел, в понедельник будет продолжение. Сегодня рассматривался, как я говорил, вопрос продления нахождения в психиатрической больнице Семина. Сейчас в понедельник мы выслушаем решение Московского областного суда, на какой срок они примут решение содержать его в психиатрической больнице, чтобы он мог в последующем отвечать на вопросы суда, прокурора, там он же должен сидеть ежедневно и отвечать на вопросы. Пока не утверждает, он это не в состоянии находится. Поэтому сейчас в этом суде, вот сегодняшнем и понедельника, решается только вопрос, на какой срок его держать в психиатрической больнице. Понимаете, да? А после этого, вот дальше что будет? Дальше по процедуре, по закону я расскажу, как в жизни будет, никто не знает. Согласно Уголовно-процессуального кодекса, любой момент, когда он придет в себя и способен будет отвечать на вопросы, сейчас врачи определяют его состояние как реактивное, вот такой термин, реактивное состояние, когда человек практически невменяемый, не может осознать суть вопроса, не может ответить. Поэтому его невозможно допросить и в суде держать. Этот приговор будет отменен, если в таком положении его привезут, посадят в клетку больного, что толку-то. Поэтому его врачи приводят в порядок. Как только врачи сообщат, они обязаны, как только он придет в себя, сообщить следствию или суд отменяет свое решение. Вот это следователь пока прекратил уголовное дело, то есть он расследовал, закончил, вину, они считают, доказано, подписал у прокурора, но его не отправляет в суд, пока он не вылечится. Вылечился, сразу он возобновляет уголовное дело и отправляет в суд. Вот тогда начнется вопрос вины, чем доказано, допросы, опросы, будем предъявлять иски и так далее. Пока рано. Вот такая стадия. قبلا عزت امان رهبری دیدبان حقوق مهاجران در روسیه نیز گفته بود عکس و نوارهایی را از جریان تفتیشات دیده است که بسیار دهشتناک و اذیت کننده بوده اند. بختاور جمعه‌زاده حامی حقوق انسان در روسیه نیز به پیام گفت خیلی تأسف آور است که مقامات قضایی کوشش میکنند یک کودک آزار بدون جزا ماند. پدری هویدا طلب کرده است قاتل دخترش به حبس ابد محکوم شود. هویدا تیلازاده 1 سال و 1 ماه قبل روز 22 ایول سال 2018 از دست کودک آزار روس الکساندر سیومین به قتل رسیده بود. سیومین هویدا را از میدانچه بازی نزد خانه‌شان در شهر سرپوخاوی ولایت مسکو دزدید و جسد او روز دیگر پس از جستجوی زیاد در نزدیکی راه آهن پیدا گردید.